Его раскрывают на больших водных глубинах, водружают на самые высокие точки и даже доставляют в космос. Главный символ российской государственности – флаг страны сегодня отмечает свой юбилей. По главной столичной площади в Магасе большое полотнище пронесли члены регионального отделения юнармии и военнослужащие. Праздничные акции, флешмобы и представления проходят по всей стране. И в каждом стараются сделать их яркими и запоминающимися. В столице республики российский флаг водрузили на пике 100-метровой башни. Еще одно полотнище подняли под гимн страны. Разрешите по поручению главы республики приветствовать вас здесь и пожелать успехов, как бы не старались, как бы нас не лишали на последней Олимпиаде флага и гимна. Вот он есть, он реет, гимн играет, а спортсмены наши побеждают. Поэтому вот с таким праздником, я думаю, символ этот самое главное воспитывать сейчас в наших сердцах и умах молодежи. Флаг – это символ нашего единения, символ дружбы и символ силы России. Спасибо, с праздником! Государственный флаг в этом году отмечает свой юбилей. 30 лет он неизменно является главным символом государственности. Официально был утвержден 1 ноября 1991 года. У нас сегодня была самая, мне кажется, почетная и важная миссия. Мы проносили символ нашей государственности, флаг России, в честь которого сегодня и проходил данный праздник. Конечно, для нас это очень волнительно, торжественно. Мы это делаем не в первый раз. В прошлом году был проливной ливень, но ребята все равно вышли, несмотря на пандемию, на ливень. Сегодня вы видите жарко, солнце, но ребята считают за честь именно пройти вот так вот с государственным флагом. Ну и, конечно, это самые-самые лучшие, они борются за это право. Пожелания ваши? Пожелания, конечно же, только самые-самые лучшие. Чтобы прошли все тяготы, которые сейчас у нас были на Олимпиаде, чтобы мы могли смело и с гордостью поднимать наш флаг везде, где мы только бы не были, чтобы он был в душе у нас, и чтобы у нас никогда не было войны, и чтобы наша молодежь понимала, что такое патриотизм, чувствовала это и шла дальше в светлое будущее. Сегодня день государственного флага Российской Федерации, и я от лица всех юнармейцев Республики Ингушетия хочу поздравить каждого человека, жителя Российской Федерации, с таким важным праздником. Еще одно важное событие состоялось на площади Алания. Юные граждане страны получили паспорта. Это вручение юным жителям республики, которые достигли 14 лет, в день праздника стало доброй традицией. Документ вручается на этой знаменитой площади. И хочется пожелать успехов в вашей дальнейшей жизни. И вы уже сегодня стали полноценными гражданами России. Мероприятие в Магасе – только завершающая часть праздника. В начале месяца Министерство культуры запустило онлайн-флешмоб ко Дню российского флага. Дети из различных городов и районов республики украшали окна цветами триколора, рисовали флаг, мастерили поделки. Обычно ко Дню российского флага в Ингушетии проводили спортивные и развлекательные акции. Но последние 2 года их пришлось отменить из-за угрозы коронавируса. Муслим Ганиев, Умар Газдиев, Новости 24.